6 человек отравились угарным газом за сутки в Татарстане. Трагический случай произошел прошлым вечером в Альметьевске. Там погибли два брата. Одному 13 лет, другому 17. Еще 4 человека отравились в Казани. Однако в этом случае людей удалось спасти. В чем причина произошедшего, разбирался Айрат Назипов. Трагедия произошла поздним вечером в частном доме на улице Советской в Альметьевске. По предварительной версии, первыми в баню ушли мыться родители подростков. Они вернулись в дом и уснули. После них в баню ушли их сыновья. Оттуда подростки больше не вышли. Спустя некоторое время, обеспокоенные их отсутствием родители, взломали дверь бани и обнаружили их неподающими признаков жизни. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи провели реанимационные мероприятия, однако спасти юношу не удалось. В настоящий момент тела направлены на экспертизу, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В это же время аналогичный случай произошел и в Казани. В 11 часу ночи в одну из квартир на улице Дементьева после сообщения об отравлении угарным газом приехали несколько карет скорой помощи. Успели вовремя. Помощь медиков потребовалась 4 людям. 46-летнюю и 27-летнюю женщину, а также 28-летнего мужчину госпитализировали в 7-ю городскую больницу с диагнозом отравления угарным газом средней степени тяжести. С таким же диагнозом ДРКБ был доставлен и грудной малыш. Взрослых уже выписали, а вот ребенок все еще в больнице. Сегодня утром в квартире уже прошли проверки. Причиной отравления послужила установка принудительной вытяжки в вентиляционном канале в санузле квартиры. Что является грубым нарушением техники безопасности. В части несоблюдения техники безопасности материалы направлены в Казанскую жилищную инспекцию в отношении собственника для принятия соответствующих мер. Кроме того, будет проведена еще одна проверка. Прокуратурой района проводится проверка в отношении подрядных организаций в части достаточности принятых мер по обслуживанию данной квартиры. И в случае нарушения в отношении подрядных организаций будут приняты меры прокурорского реагирования. МЧС напоминает, чтобы не допустить заполнения помещения угарным газом, необходимо, кроме исправной вытяжки, обеспечить приток свежего воздуха к отопительным приборам и газовым колонкам. Недостаток кислорода приводит к неполному сгоранию топлива и образованию смертельного газа. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.